Добрый день, уважаемые родители, уважаемые педагоги, если вы меня слушаете. Сегодня мы поговорим с вами об одном из нарушений, которые бывают у детей редко, но все же проявляется и в последнее время часто встречается. Это нарушение называется ринолалия. Сегодня мы поговорим о том, что это такое, каких видов оно бывает, откуда оно проявляется, каким образом проявляется, да, на что обратить внимание и каким образом корректировать данное нарушение. Итак, что же такое для начала, ринолалия? Это нарушение в первую очередь звукопроизношения, тембра голоса, а вследствие анатомофизиологических дефектов речевого аппарата. Само название произошло от латинского слова «ринус», это нос, и «лалио» – речь. Но в переводе вообще обозначает как речь с носовым оттенком. До определенного времени, примерно где-то до 60-х годов, ринолалия доводилась до сведения родителей и педагогического сообщества как косноязычие. При ринолалии страдает в первую очередь произношение согласных, звонких и глухих. И гласных звуков. Страдает при этом не только произношение, но и сам голос. Наличие назального оттенка, то есть произношение через нос, отличает ринолалию от стандартной дислалии, когда у ребенка просто либо еще не сформировались звуки, либо он их просто неправильно произносит и так далее. В норме, вот если мы посмотрим сейчас на картиночку, то небо, вот оно, расположено. Вот если оно в норме, то это образование, которое делит, вот оно, небо, которое делит носовую часть и ротовую часть. А мягкое небо – это вот эта вот маленькая штучечка, вот оно тут вот находится. Вот смотрите, видите, мягкое небо, вот оно и вот. Это задний отдел перегородочки между полостями носа и рта. То есть это мышечное образование, которое функционально связано с глоткой. Но вместе они образуют небно-глоточный механизм, который участвует и в дыхании, и в глотании, и в речи. Для нормального произношения звуков необходима координационная работа именно артикуляционного аппарата. Но когда происходит разобщение носоглотки ротовой полости, в норме требуется согласование действий всего мышечного аппарата. А вот при врожденных расщелинах верхней губы, неба изменяется сам механизм образования звуков. И это обусловлено особенностями строения и функции небно-глоточного аппарата. То есть, когда происходит нарушение вот этой части, либо губной части, вот здесь вот можно посмотреть, или здесь, то происходит нарушение произношения не только за счет того, что просто физиологически ребенок не может произносить какие-либо звуки, но и за счет того, что у него отсутствует вот эта часть, и она не позволяет правильно организовать воздушную струю при произношении каких-либо звуков. Правильное примыкание губ, зубов, языка при произношении звука. За счет этого получается такой назальный некрасивый оттенок и неправильное произношение звуков, всех звуков алфавита. Итак, здесь показана картиночка такая небольшая, как при нормальном произношении происходит речевое звучание. То есть вот эта вот небная занавесочка, она двигается, поднимается
поднимается, опускается, перекрывает здесь, и произносятся разные звуки. А за счет этого мы произносим гласные, согласные правильно, с правильным воздушным потоком. Итак, ринолалии, какие же они бывают? То есть несколько видов. Это открытая ринолалия, которая бывает органическая и неорганическая, то есть функциональная. И закрытая, которая также имеет направление органического и функционального характера. Что же это такое? Открытые формы ринолалии. Ну, открытая форма ринолалии – это в первую очередь расщелины мягкого и твердого неба. Считается, существуют органические нарушения, то есть возникает вследствие анатомических изменений в носовой и носоглоточной полости. Основные причины, конечно же, это органические изменения в носовом пространстве, закрывающие проход воздушной струи в носовую полость. То есть открытая ринолалия может быть как врожденная, так и приобретенная. То есть врожденная может возникать вследствие расщелин верхней губы, твердого мягкого неба, как мы уже говорили, да. То есть если нет мягкого неба, то нет создания перегородки между ротовой полостью, воздушная струя не встречает никакой преграды и идет напрямую в нос. За счет этого у ребенка речь становится непонятной, появляется некрасивый назальный оттенок, и ребенок не в состоянии правильно произнести звуки. Приобретенная же ринолалия возникает при условиях, если у ребенка были какие-то травмы, параличи, парезы, какие-то рубцы, опухоли. То есть вследствие таких проблем тоже может возникнуть открытая ринолалия. У детей с расщелиной мягкого неба возникают функциональные расстройства. То есть ребенок плохо сосет, тяжело накормить в младенчестве, у ребенка плохо развит прикус, соответственно, да, плохо жует. За счет этого у ребенка очень сильно восприимчив к различным заболеваниям верхних дыхательных путей, ну и так далее. То есть достаточно много направлений. Дальше. Такой дефект, как открытая функциональная ринолалия, это возникает при частых заболеваниях, при каких-то проблематичных проблем у ребенка физически ослабленного, с пониженным мышечным тонусом и так далее. Что же важно еще отметить, что при рождении такого ребенка в первую очередь, конечно же, нужно не впадать в панику, а в соответствии со всеми рекомендациями специалистов, это медики, это педагоги, которые предлагают вам свою помощь, не отказываться, а все-таки помочь своему ребенку и соответствовать тому, что вам рекомендуют. Ну, дети с ринолалией, естественно, проходят специализированную хирургическую операцию по восстановлению, допустим, верхней губы, по восстановлению неба и так далее. То есть такие дети нуждаются в комплексном лечении. В первую очередь это хейлопластика, это восстановление верхней губы, когда ребеночку на ранних стадиях возникновения, то есть либо это при рождении, когда только родился ребенок, либо после, как мы уже говорили, да,
каких-то нарушений или еще чего-то, то есть травм и так далее, идет восстановление верхней губы. Это не является каким-либо таким большим проблемным вопросом, потому что все это сейчас делается абсолютно бесплатно и предлагается родителям буквально сразу же после рождения, если таковое было при рождении, да? Либо в период, когда это возникло. Хочу обратить внимание, что чем раньше вы сделаете данное хирургическое вмешательство, тем лучше будет для вашего ребенка. То есть у ребенка будет возможность нормально развиваться, нормально развивать свою речь и быть вполне полноценным, достаточно нормальным ребенком. Чем раньше сделана хейлопластика, тем быстрее рассасываются, естественно, швы, хотя и делают это в пластической хирургии, чтобы практически не было видно впоследствии этих швов. Все-таки рекомендуется чем раньше, тем лучше. И, естественно, после любой операции должен быть хороший большой период восстановления, а также подготовительный. Но об этом мы поговорим чуть позже. Далее, уранопластика. Операция по восстановлению неба. Естественно, что здесь необходимо родителям, конечно же, если вот с восстановлением верхней губы еще как-то можно повременить, обговорить или еще что-то, то восстановление неба должно быть первоочередным, потому что это и акты глотания и так далее, и развитие речи и многое другое. То есть восстановление неба помогает ребенку правильно питаться, уметь правильно проводить артикуляцию для того, чтобы впоследствии хорошо развивалась речь. Ну а правильное питание, не буду уже на нем сильно заострять внимание, конечно, хотя, да, если восстановлено небо при расщелинах, и если у ребеночка есть такая возможность, то, конечно же, когда ребенок питается, небо помогает защитить и носоглотку, и у ребеночка развивается правильная жевательная функция, то есть ребенок нормально развивается, получает правильное питание, ребенок не ест все время одну и ту же мягкую разжиженную пищу, он учится жевать, вследствие этого у ребенка развиваются, естественно, артикуляционные мышцы, мышцы лица, мышцы лицевого аппарата и так далее. Ну, есть еще открытая ринолалия, когда идет вялая артикуляция мягкого неба после удаления аденоидных разрастаний. То есть часто вот сейчас встречаются дети с аденоидами, поэтому вот здесь, конечно, есть факт говорить о том, что у ребенка открытая ринолалия. То есть необходимо в такой ситуации, если вам все-таки рекомендуют операбельно удалять эти разрастания, да, они могут со временем уходить при правильном, при долгом, качественном лечении, могут уйти, но если они все-таки угрожают вашему ребенку, его жизнедеятельности, то лучше, конечно, все-таки их убрать. Это не, скажем так, не злокачественные разрастания, это доброкачественные разрастания, то есть те разрастания, которые происходят в глотке, в носовой полости между небом и как бы закрывают попадание вирусных инфекций в организм ребенка. То есть в какой-то период получается, что ваш ребенок получил большой заряд вируса, и вот организм начал таким образом бороться с вирусной инфекцией. При закрытой ринолалии это разрастание различных полипов в носовой полости, искривление носовой перегородки, то есть это если ребенок упал, получил травму или по какой-либо причине, ну,
искривление произошло, спорт и так далее, опухоли какие-то, те же аденоиды. То есть в любом случае при устранении какого-либо дефекта, да, восстанавливается речь, и работа логопеда в этой ситуации, конечно же, она актуальна и необходима. Обязательно следите за тем, что если у вашего ребенка возникли такие проблемы, то ни в коем случае не затягивайте, а проводите все-таки лечение. При, допустим, каких-то невротических расстройствах у ребенка тоже может возникать закрытая ринолалия. И здесь уже идет разговор о функциональном нарушении, когда у ребенка произношение гласных звуков приобретает неестественный, как бы такой мертвый оттенок. И носовые звуки, такие как м, н, звучат как бд. То есть у ребенка практически не работает артикуляция. Очень важно обратить внимание на то, что у детей с врожденной расщелиной неба стоят различные, и с, допустим, заячьей губой, да, как мы говорим, то есть с расщелиной губы, стоят практически идентичные задачи. Но они различны в зависимости от того периода, когда вы начинаете коррекционную работу. Это дооперационный или послеоперационный период. И нужно не забывать, что работа ведется весь период и до операции, и после операции. То есть, если у ребенка прошла операция в какой-то период, да, не стоит ждать чего-либо, а нужно, допустим, вот как только начинается возможность у ребенка что-либо говорить или что-либо делать, тут же нужно начинать реабилитационные действия. Итак, до операции, естественно, работа с логопедом, с дефектологом, с психологом по подготовке правильного произношения гласных звуков. Это работа, естественно, логопеда, трудоемкая, долгая, но очень необходимая. Подготовка правильной артикуляции доступных звуков ребенку, то есть те звуки, которые ребенок может произносить, несмотря на тот дефект, который у него есть. После операции, естественно, это большой период, долгий период, трудоемкий период, когда требуется родителям терпение и работа дома, не только со специалистом в условиях какого-либо учреждения, но и дома. То есть здесь в первую очередь, конечно же, это развитие подвижности мягкого неба, устранение неправильного уклада органов артикуляционного аппарата и восстановление правильного произношения звуков. То есть здесь идет фактически работа с нуля, с той подготовки, с той базы, которую вы наработаете в дооперационный период. Вам повезло, если вы это сделали, устранили все нарушения у ребенка, пока он был еще младенцем, когда он еще не начал говорить. Если это все-таки возникает уже в период, когда у ребенка возникает речь, то здесь, конечно, уже более серьезно, более качественно нужно относиться к данному вопросу. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это, естественно, нормализация ротового выдоха. То есть вырабатывается длительный ротовой выдох, это воздушная струя, потому что все звуки у нас произносятся на выдохе, на правильном построении воздушной струи. И это отрабатывается как в дооперационный период, так и первостепенно в послеоперационный период. Далее, в дооперационный и в послеоперационный период всегда отработка правильной артикуляции всех звуков. То есть те артикуляционные упражнения, которые вам дает специалист, нужно отрабатывать и закреплять у ребенка.
И далее уже последнее, да, когда все отработано, когда ребеночек правильно выдыхает, когда он научился уже на выдохе произносить какие-либо звуки, когда у него же артикуляция хорошая, идет устранение назального оттенка голоса, то есть говорение не через нос, а через рот. Ну и специфические виды, конечно же, без этого может не обойтись, может и обойтись, но в любом случае, как бы мы говорим о том, что можно использовать все эти виды. Ну, в первую очередь, это массаж мягкого неба, для того, чтобы оно стало подвижным, чтобы оно стало эластичным и точно таким же, как у детей при нормативном развитии. Обязательная гимнастика мягкого неба. То есть существует определенный порядок упражнений, который предлагает вам специалист. И как бы тяжело не было, насколько долго бы вы их не использовали, стоит их делать, потому что не все сразу бывает. Естественно, артикуляционная гимнастика, то, о которой мы уже говорили, с ребенком нужно постоянно этим заниматься, чтобы даже если ребенок не произносит какой-либо звук, то артикуляционная гимнастика должна быть у вас постоянным вашим спутником. При хорошей отработке артикуляционной гимнастики впоследствии можно очень быстро поставить звуки, которые отсутствуют в речи у ребенка. Ну и, естественно, различные голосовые упражнения. И, конечно же, это логаритмика, это пение, которые позволяют на выдохе плавно произносить все звуки. То есть пение – это уникальная такая возможность восстановления речи у ребенка, особенно у детей с ринолалией.